Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришла этнопевица Ирина Дускулова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашем С удовольствием. проекте, телепроекте, который мы называем «Кулинарное ток-шоу». И так как все-таки это кулинария, с чем вы к нам сегодня пожалуйста, что будем готовить? Мы будем готовить ажурные блинчики. Ажурные? Да, именно ажурные блинчики. У нас будет такая небольшая хитрость. Так. Для этого нам понадобится вот такая бутылочка. Это в процессе Ну, то есть, мы я так узнаем. понял, это жидкое какое-то тесто вы Да. намешаете, да? Так. Да, жидкое тесто. И наши ажурные блинчики будут состоять из двух начинок. Это красная рыба семга Так. и речная рыба нельма. Почему я взяла именно нельму? Потому что эта рыба именно очень близко ко мне. Мы очень любим эту рыбу. Она именно наше село Нелемное, откуда я родом, Верхнеколымского района, да, оно названо в честь вот этой рыбы. Поэтому сегодня эта рыба тоже у нас будет в блюде. То есть родное блюдо. Да, То есть родное блюдо. Долго думать над тем, чтобы прийти и приготовить что-нибудь такое, у вас не возникало? Да, я сразу сказала, что это будет обязательно рыба? нельма, да, Ну, рыба. если Севернеколымск, ну, конечно, рыба. Верхнеколымский. Если Верхнеколымск, да, Верхнеколымский то район. если Верхнеколымск, то, конечно же, Обязательно рыба, да. Обязательно же рыба, да? Ну хорошо, я так думаю, начинаем с блинчиков. Да, сейчас будем делать Да, тесто. давайте печь блины. Мгм. Для этого нам потребуется 2 яичка. Мгм. Можно ножик, пожалуйста? Да, разбить, да? Мгм. Держите, ну, держите при себе. Любите готовить вообще? Ну, я, как сказать, я не... Прямо? Вот можно тряпку? Тряпочку? Ага. Да, вы держите. Я как бы умею готовить, люблю, но это по настроению. Ага. Я как бы не каждый день прям готовлю, но когда есть необходимость, конечно же, приходится каждый день готовить. Как говорится, куда деваться, да? Да. А так, вот, если есть настроение, есть какой-то позитив, хочется... Подъем. Да, вот, энергия. Я Ага. могу даже и 2 пирога сделать, и тут же и горячее сделать. В общем, это все зависит от настроения и энергии. Ага. Так, замешаем тесто. Здесь у нас уже готовая смесь: соль, сахар. Тоже хитро. Да, чайная ложка соли и большая столовая ложка сахара. Мы заливаем и сразу Сахар, перемешиваем. соль, яйца положили. Сахар, соль, яйца. Сейчас мы нальем. Можно я вас попрошу налить 150 миллилитров молока пока сюда? 150. Мгм. То есть вообще все по технологии, да? Ну, да, чтобы тесто получилось такое О, мои глаза. так. жиденькое. О, мои глаза. 150. Да. Ну, можно чуть побольше. Давайте 200 где-то сделаем. 160. Давайте 160. Вот. Так, И заливаем. Мгм. сюда молочко. Комната температуры, да? Да. Молоко Всё мы уже убираем, перемешиваем. я так понял, нам не нужно уже. Чуть-чуть взбивайте, чтобы яйца такие пышные получились, да? Чтобы такое немножко обычно, когда блины готовишь, обычные, они получаются с дырочками такими. Но нам как бы сильно дырочки эти не важны. Нам главное, чтобы была форма блинов. Ну, мы сейчас в процессе уже. Есть же увидим. расхожая первый блин комом. Самое главное. Но я надеюсь, у нас такого не будет. Ну, посмотрим. Не прикалывайся. Так. Сейчас мы добавим 2 столовые ложки растительного Это растительное? масла. Да, Ага. на масло. Все перемешиваем, и осталась у нас только мука. Вы этнопевица. Ну, я... Певица.
позиционирую себя, это, конечно, как певица, но одна из основных моих творческих как, направлений это Направлений. этно. Да, Этно, да? ага. Но, скорее всего, вы же не стали прямо сразу певицей, да? Расскажите, пожалуйста, вообще, ну, ваш путь, скажем так. Вы родились в Верхнеколымске, Да. Нелебная, говорите, да? Я изначально вообще родилась в городе Самарканде в Узбекистане. У меня мама по национальности якогирка, а папа по национальности узбек. Так. И когда родилась моя старшая сестра, мои родители переехали вот в Узбекистан, в Иштаханский район. Самарканд. Да. Так. И они приехали туда, и мама уже была мной беременна. Ага. И по идее они должны были там остаться жить. Так. Но из-за погодных условий все-таки мама северная женщина, ей как бы очень тяжело было от того, что там постоянная жара. Ну вот видите, Да. некоторые говорят, что холод плохо, а тут как раз Да, холод наоборот хорошо. вот. Ага, И они, климат. да, ей очень не климатило, как говорят, да? Ну да-да-да, И- бывает, да. мгм. И они переехали обратно. Обратно в Да, Якутию. хотя они со всеми вещами, со всеми, даже со шкафами, со всеми все переехали, со швабрами, туда переехали, и это все потом обратно. Вот. Туда-сюда, да? Да, поэтому вот. И То есть у вас такой интернациональный брак, вы такой жгучая смесь. Вроде и да, север, и юг. Да, вот я как бы люблю и северную пищу, и также и южную. Я, в общем, Мгм. такая очень Ну, потому что, да, разносторонняя. действительно, не секрет, что темпераменты разные. Да. Мы северные говорят, что мы ну, вроде как эмоциональные, но с другой стороны мы вроде как там замороженные, а юг, наоборот, предполагает, что люди открытые Да, такие. да. гостеприимные. Ну, мы тоже Ну, гостеприимные это везде, да. Это практически везде, да. Ну, вот именно по темпераменту самое главное отличие. Как это у вас уживается? Вы находите какие-то отличия, может быть, в себе? Я еще по знаку зодиака близнецы, поэтому для Самый, меня- самый главный воздушный. Да. Даже? Я Да. тоже воздушный, но я водолей. Так. И поэтому как бы у меня и получается и национальности разные, и плюс я еще близнецы, и это как бы очень тяжело дается иногда сделать какой-то выбор. Ага. Вот. Но ничего, я как-то адаптируюсь и потихонечку как-то Так и живу. да. так и живу. Так и живу. Хорошо. Семья переехала, ну вот вы маленькая, обратно семья переехала в Якутск. Что вы делали? Учились. Как все. Я, да, училась. У нас именно откуда я вот родом, село Нелемное, Мгм. это Якугирский национальный поселок, и там есть экспериментальная школа, которая занимается изучением якутского языка. И Мгм. вот я с детского сада, можно сказать, как бы мы изучаем национальную культуру, изучаем язык. М. Поэтому это прямо с пеленок нам прививает любовь к родному языку. Мгм. Ну, то есть говорите по-юкагирски. Как правильно? Юкагирский? Да, Юкагирский? якугирский, но я, если так сказать, я не владею им прям, вот, Мгм, чтобы полностью. 100%, да, Мгм. я им владею как-то в музыкальном плане. Ну, то есть я знаю, что я смотрел вчера как раз в соцсетях ваши песни, клип новый же вышел, да? тут? Да, вот Да-да-да. в прошлом году мы сняли клип, Мгм, по-юкагирски. да, во время 7-го съезда якугиров. Мгм. Так, ну все-таки возвращаясь, вы закончили школу, и что вы делали дальше? Я в 2009 году поступила в Арктический институт, проучилась там 5 лет на факультете фольклора и этнокультуры народов Арктики. После этого поступила в магистратуру в Санкт-Петербургский институт культуры и 2 года училась там. И когда закончила учебу в 2016 году, я переехала уже к себе в село и работала там руководителем, заведующей этнокультурным центром Ярхадана. Мгм. Ну, то есть я почему так дотошно спрашиваю, да, потому что, ну, все-таки очень немаловажный, такой важный очень вопрос, выбор профессии, выбор то, чем человек занимается. Вы поете, да? Да. То есть это откуда идет вообще? То есть с детства пели? Да, как мне рассказывают мои родители, я уже когда маленькая была, еще не ходила, уже с пеленок что-то напевала, и это как-то
пошло вот с детского сада, со школы, очень много конкурсов. Ну, никакого стеснения, ну, и родители, скорее всего, поддерживали, да? Да, не было Да. вообще, я вообще такая очень активная, разносторонняя. Ну, потому что, танцевала и как пела. правило, да, ну, в большинстве своем люди стесняются. Говорят, Да. ой, ну, всегда же так. Да. На праздниках говорят, вот этот, кто что-то говорит, говорит, вот этот человек хорошо поет. Говорит, не, я же плохо пою. Либо стесняется, либо что-то как-то вот так. А в вашем случае раз и в дамке. Это Да. все равно же это Божий дар некий, Возможно. который нужно развивать. Ну да, конечно. А так, если взять именно почему вот у нас с детства пошло это, да, потому что у нас семья очень музыкальная, разносторонняя. И папа, и мама оба. Да, и у меня дядя мой, первый якугирский драматург Геннадий Алексеевич Дичков, мама моя, первая якугирская художница среди лесных якугиров, Дичкова-Дускулова Лидия Алексеевна. Моя тетя, которая тоже занималась моим воспитанием, она всю жизнь как бы в школе работала учителем музыки и была руководителем этнокультурного. Ну, то есть окружение, верха, да, вы да. росли, скажем так, в творческой среде. Да, в творческой среде, поэтому как бы, Вопросов как бы да, вопросов да, не не возникало. Ну, возникало. то есть то, что вы пили, никого не раздражало, говорили, наоборот, мол, нет, Да. давай. Скорее всего так. Ну, я надеюсь. Даже? Да. Ну, да. как любой праздник сказали, на стульчик девочку. Ой, и это, так, это всегда. Это всегда же, каждый да? день рождения. До сих пор мне уже много лет, как бы, да, ну немного, но все равно я уже взрослый Ну, человек. сейчас, наверное, на стульчик не ставят, и но до как сих бы. пор просят, да, давай, Ира, спой. Ага, ну Вот, и... поэтому я до сих пор и выступаю на поете. юбилеях и на день Да, рождения. а все-таки же, ну вот у нас в передаче было очень много артистов, да уж, да, певцов, и у меня друзей, среди них много артистов. Ну вот у каждого разные мнения, да. В вашем случае, что нужно для того, чтобы, ну, скажем так, хорошо петь? Ну, в моем случае, как бы, да, у меня нет музыкального образования. Я как бы певец-любитель, да, у меня музыкального образования нет, я училась. Специального? Да, специального музыкального образования, Вокального, нотной вокального. грамоты, да, там сольфеджио, я вот это ничего не изучала. Это я как бы смотрю, открываю YouTube и какие-то пособия, и все сама изучаю всегда. Ага. Просто как-то у меня так шло, что такое ощущение, как будто я это обходила, точно не то, что обходила, а какие-то жизненные ситуации возникали, и как бы и я совсем в другую сторону шла, в другом направлении. Но я как бы мне кажется, что никогда не поздно учиться. Некоторые в 60 и в 50 получают образование, так что я считаю, что у меня все впереди. И сейчас я изучаю вот музыкальную именно нотную грамоту, теорию ага, музыки. ага. Поэтому... Сейчас изучаете? Да. Ну, то есть, скажем так, как часто бывает у народных талантов, у вас поет душа. Да. Да, но все-таки же я вот тоже упоминал то, что я знаком с многими артистами, они говорят, ну, говорит, голос идет, говорит, это не вот здесь рождается, это говорит, как практически музыкальный инструмент, а Да. идет где-то вот. Весь наш организм участвует, когда мы выступаем на сцене. Ноги, руки, глаза, Да. все, сердце, Правильная легкие, осанка, да, легкие, это все вот Всё зависит, диафрагма, все как-то вот. И где-то вот здесь рождается Звук, да, и он выходит. голос, и голос Да. уже выходит. А вот тут просто музыкальный инструмент, который, голосовые связки, которые, ну, вовремя нужно настраивать. Но все равно они требуют какой-то тренировки. Так? Обязательно, да. Да, и ну потому практики. что стать, ну, условно, оперным певцом, просто так с улицы зайдя, ну, Конечно, очень сложно. да. Невозможно практически. То есть все равно нужно постоянные тренировки, распевка. Говорят, в повороте там 2 часа распевался, чуть ли не так. Да. Яйца глотал. Ну, это Да, говорят, я шутка. тоже иногда, когда Говорят, горло шутка. болит, я тоже Ага. так делаю. Ага. Яйца не очень хорошо Ну, да, помогают. это чистят, так да. прикол, да, потому что в одном советском фильме показали, что там яйца глотал, якобы для голоса улучшает связки. Ну, на самом деле это не так. Давайте продолжать. Так, потому что я у еще нас попрошу немного молока налить. ну, чуть-чуть не Да, хватимши, да? Да, немножко. Чуть пожиже должно Да. быть, я так понял, потому что у вас же это ажурные должны Да. получиться. Давайте помешаем еще. Вы мне скажите, стоп, я в тот же момент. Ну все, где-то так, наверное. Мгм. И не нужна будет воронка. У нас сейчас такое интересное будет интересное действие. Да. Вот, берем вот такую бутылочку, Ну, открываем это обычная бутылка. А, тут еще и как бы так дозатор свой да, есть, да, и да? И сюда сейчас. заливаем сюда тесто наше. Так. Аккуратно, аккуратно, стоп, ты еще можешь пролиться. Все, давайте пока так. Да, пока так, хватит. Мгм. Ага. Это мы пока вот тоже положим сюда. И Это я вам закрываю и отдаю обратно.
Это, по-моему, детская поилка какая-то. Почти как молоко, да? Да, как И вот как и молоко детское. сейчас можно включить уже плитку, чтобы она Давайте. Ну, разогревалась. на максимум включим, а потом уже вы сами смотрите, потому что это Мгм. нагревается очень быстро. Мгм. Так, немножко возьмем масло, чтобы смазывать. Да, у вас есть там это. Вы упомянули, что юкагиры бывают разные. Я знаю, что они тундровые, степные. Какое-то есть различие? Да, юкагиры есть тундровые, которые И в тундре лесные. живут, ну, Да. само слово как бы за Мгм. себя говорит, и лесные, которые живут в тайге. Я отношусь к группе лесных юкагиров. Даже вот. такое подразделение есть? Да. А, У нас совершенно разные классификация. языки. Да, Ага. у нас совершенно разные языки, если мы так Даже? встретимся, мы друг друга не поймем, да. Ну, вообще, вот последние годы, да, когда уже начала возрождаться вся эта культура, ну, то есть народности, когда перечислили вот КМНС, да, коренные малочисленные народы Севера, они друг друга вообще все не понимают. Чукчи, Да. да. Ну, то есть это все разные языки, хотя их мало. Вот сколько юкагиров, например, насчитывает? Ну, если взять по Нагрелась. переписи, да, вот если взять по переписи вот там 15 или 16 года, то нет, я вру, даже если взять по переписи 20 года, немножко пусть остынет, и около, ну, наверное, 1600-1700 сейчас насчитывается и юкагиров, но те, кто знает язык, их совершенно мало, их по пальцам посчитать можно. Ну, то Именно есть, которые но все равно носители. какие-то, да, действия, вы говорите, что в школе специально изучали, какие-то Да. действия делать для того, чтобы сохранить язык. Потому что Мгм. в первую очередь, ну, мы говорим культура, но все-таки для народности это самый главный язык. Без языка уже все. Да, язык, этой культура, народности не национальная будет. культура. Вот, А потом уже культура идет. да, В может, первую чуть очередь. еще меньше сделать. Еще меньше Да. сделать. Итак, касаемо юкагиров, вы сказали, что вы лесная. Какие есть главные различия, отличия? Язык, главное, самое Язык, главное. самый главный да. язык, а еще? Язык и вот, Ну, то, что живут там и там. живут, да. Там, получается, тундра, тут тайга. Вот. Мгм. И, конечно же, есть, допустим, а еще на юкагирском языке мы называемся адулы, а они называются вадулы. Адулы, вадулы. Да, это тоже как бы Тоже различие, название. да. И как бы еще основное различие то, что у них есть олени, у них оленеводство. Мгм. Но у нас такого нет, ну, раньше такого не было, и они ездят на оленях. Ну да, а потому наши что юкагиры ездили- все-таки олени-то ближе к тундре, Да. конечно, да, они в лес, как правило, не ходят. Да, а наши предки ездили на этих, как его? Собаках? Собаках, да, Собаках, на ага. собаках ездили, ага. Поэтому и основное мясо у нас сахатина, лось. Ну, Верхнегумские одни из самых таких Да. больших. Попробуем, да? Давайте попробуем, что у нас. Ну, мне кажется, да, начиная с серединки, может быть, заливать. Нет, наоборот, середина, она быстрее подгорела уже у нас. просто. Да? Давайте Это сбоку. попробуем. А сейчас как будто огня мало. Мало. Мамма Да. мия. Да. Будем вот так скрестим пальцы. Мгм. Помните самое свое первое выступление? Когда это было? Именно на сцене? Ну да. Да, это... Ладно, там перед родителями на стульчике. Ну, Это не счетово. Ну, в детском саду тоже там небольшая сцена. А так, если вот прямо на конкурсе, у нас в Верноколымском районе в поселке Зарянка, Зарянка это центр нашего района, у нас там ежегодно проходит конкурс детского творчества «Колымская звездочка». Мгм. И я на протяжении всего детства, 10 лет я там участвовала в этом конкурсе. И 10 побед. 9. 6 побед у меня 6, было, а. и остальные, вот, второе, третье место. Вот. Мгм. В первый раз, когда я участвовала, когда мне было 7 лет, даже 6 мне лет было, совсем была маленькая, я очень сильно заболела, и у меня пропал голос. Я очень сильно заболела, я не знаю, какая-то болезнь это была, Мгм. но получается... Ну, простуда, наверное, да, такая детская, да? да, у меня я как бы осталась без голоса, и на второй этап я уже не смогла выступить на втором этапе. Ага. И меня наградили большим мишкой и платьем за то, что я... как бы, Тем не ну, менее, Да, тем не менее, за волю к победе.
Это дебют, наверное, Ага, больше за назывался, дебют года, да. грубо говоря, да? Так. Вот. Так у нас немножко. А какие песни вы пели уже тогда? Ну, я, как бы самая первая кугирская песня была, это Мэтэ Мэй, я ее пела как бы очень глубоко в детстве. Мгм. Так, немножко у нас, Чуть-чуть подгорело. да. Первый блин с седокомом, Ну поэтому ничего. посмотрим дальше. Насколько стояла изначально, когда вот только грелась? 800 сделать, сейчас я сделал 500. Ага, пусть будет. Мгм. Ну, надо побыстрее отдергивайте все. И, по-моему, Мгм. побольше масла надо. Ну, Да, ладно. побольше масла. Ага, всё. Итак. Мгм. Вот я участвовала в этом конкурсе на протяжении 10 лет в разных направлениях. Фольклор, танцевальное искусство, это мы танцевали с нашим ансамблем Верхадана. И я как певица с детства вот выступала, и как бы очень много кто говорил, родители, дети, Ира, хватит тебе выступать, дай нашим детям хоть какой-то приз выиграть, потому что я каждый год что-то выигрывала. Да, фаворитка. вообще, ну, можно сказать и так, да. Ага. Поэтому это такой очень яркий отпечаток в моей жизни, очень, очень классный, потому что и знакомство, и с людьми я знакомилась, и именно моя очень хорошая, близкая, можно сказать, тетя, это Горелова Нина Владимировна, она направляла меня вот именно с детства, я вот участвовала, она начальником культуры там работала. Вы сказали, что вы певица, но как бы представляете себе к этно-певицам же, да? Да. Все-таки продвигать культуру малочисленного народа, это, ну, скажем так, это большая ответственность. Как вы вообще к такому решению пришли? Ну, можно сказать, это все благодаря моей атмосфере в моей семье, которая была с детства, потому что у нас тоже, вот, как повторюсь, музыкальная семья, мы очень, как бы, именно со школьных времен я стала писать стихи, и песни, которые я сейчас исполняю, они тоже авторские, а именно переводить на якогирский мне помогает моя тетя, она носитель якогирской культуры, мастерица. То есть вы сначала пишете Германа. по-русски, Да. и вам помогают перевести, ну, если вы собираетесь Переводит, помогает перевести моя тетя Демина Любовь Николаевна. Вот мы с ней работаем, у нас очень много песен. И вот песня Шахаджибе, на которую мы сняли клип в прошлом году, полностью Да-да-да. написала она эту песню. Что это означает? Шахаджибе это, по идее, это слово переводится как местность. Раньше якогиры на эту местность приезжали, и у них они там и играли, и пели, и ловили рыбу, различные соревнования были. Ну, какое-то такое паломничество, место Да, какое-то, ну, типа СЭХ или что Типа это? Исеха, да. А, да, Потому ладно. что он проходил тоже 21 июня, как раз день солнцестояния, Ага. посвящен культу солнца. Ну, то есть тоже какое-то некое сакральное значение Да, имеет. да, Все, ясненько. А, вот у нас уже все получше идет. да. Все. Красивый, идеальный. Всё, дальше пошло. Да-да-да. Ура. Ну, первый, как обычно, как бы это, но у нас уже все хорошо идет. 500, Мгм. по-моему, уже тогда Отлично, да, пусть так и стоит. оптимально, да? Значит, вы и стихи, и музыку сами? Да. Либо еще других авторов тоже можете заимствовать? Ну, именно якогирский пишем только я и моя тетя, и моя мама, вот Дичкова Ирина Алексеевна. А так, ну, я еще исполняю песни на якутском языке, и на русском, и уже некоторые песни у меня есть Евгения Прокопьева, моего земляка, ведущего. Да, он упоминал, Да. кстати, я вот в соцсетях видел, что вы там Женей стояли. Да. Недавно у нас гостил тоже, кстати. Да, вот. Ага. Мы с ним вот тесно работаем, его песни я исполняю, плюс еще песни исполняю моей подруги Инна Донская, тоже певица, она мелодист. Поэтому работаю со всеми. А именно вот национальную культуру, песни, которые я пою, они именно в моей семье. Мгм. А Сочиняются. о чем ваши песни? В основном. В основном Или они, допустим, у меня есть песня «Чахадан». Я с этой песней выступала на конкурсе СНГ РФ в 2011 году. Мгм. Наверное, все знают, что такой конкурс был раньше, очень такой телевизионный на НВК «Саха». Да, Вот, новая песня. Да, впервые я там, вот это авторская песня, я написала стихотворение в 14 лет на уроке литературы народа Севера. Сначала это был просто стих. Потом в школе, когда я участвовала в этом конкурсе «Колымская звездочка», этот стих превратился в песню, как бы
помогала мне тоже моя мама, вот Тычкова Ирина Алексеевна. Мгм. И в итоге так постепенно и мы стали вместе с ней писать. И вот Демина Любовь Николаевна, тетя, которая, они мне там и другие песни написали, про весну есть у меня песня. Мгм. Песня есть про снегирька, вот, птичку, потом про маму. Ну вот такое, потому что юкагиры, они пели песни именно про природу, про реку, вот, потому что все они жили вот на природе, около реки, про рыбу, про вот дары. Ну да, то Такое. есть получается схожее с эпосом, да? Ну вот якуты тоже, же, да? Олонхо, например, Да, наш да. народный эпос. Что вижу, что смотрю, о том и пою. Да. Даже же О так, любви да? еще главное, Ну, о да. любви, да. Да. Ну, то есть все, что нас окружает, Да. вот, что нас заботит. Ну, вот я вижу, допустим, красивый река, ну, почему бы о ней не спеть? Влюбился я в девушку, ну, почему бы ей песню, Не ну, условно, посвятить, да. да, не посвятить, да. Сейчас я занимаюсь воспитанием своих младших братьев. Да, У меня- кстати, вот про историю мы еще дойдем, ну да. Да. Ага. И То есть не совсем времени не хватает, получается. пока времени немного не хватает, поэтому я думаю, они сейчас немножко подрастут, им сейчас 11-12 лет. Да, Они как вы бы- стали попечителем их, Я да? стала, да, опекуном своих младших братьев. Опекуном. Да. Так, а как так получилось? Ну, в связи со сложной ситуацией в семье, Мгм. наш отец ушел в 2014 году, он занимался воспитанием вот моих младших братьев, Мгм. а так как его не стало, ну, эту роль и взяла на себя я. И когда его не стало, им было по 2-3 года. И О. получается, уже больше 10 лет я являюсь как и мамочкой, и опекуном. то есть- Да, потому что очень много кто в соцсетях спрашивает, когда ты успела родить двоих Ну да, детей. да. это же достаточно большая ответственность Ну, большая ответственность, да. для такого молодого человека, как вы. Ну да, я Ну, как это- раз тогда в Питер же поступала в 2014 году. Ага. И моя семья меня поддержали мои вот земляки, все меня, за что я им, конечно, очень благодарна. Меня устроили в клуб, я там в клубе работала, оформила опекунство и параллельно училась еще в Питере. Поэтому 2014-2016 год был такой очень энергичный, такой и как бы ответственный очень год, когда они еще совсем малыши были, и плюс я еще училась, плюс я еще работала. Ну, в общем, я очень много на себя взвалила. Как говорится, судьба побросала, да? Да, и поэтому... Взвалилась вдруг неожиданно. Это Да. практически. Ну, мне кажется, человек может ко всему приспособиться, и тем более, если это такая большая ответственность, как мои родные братья, ну, как бы они сводные по отцу моих Мгм, братьев. мгм, мгм. Вот, и поэтому я их очень люблю, я им прививаю им вот именно национальную культуру, они являются Тоже творчество нужно тоже, знать. они творческие, да, они поют тоже на якугирском языке, читают стихи, и они еще являются участниками танцевального коллектива, образцового коллектива «Сюрприз». Мгм. Вот. То есть эсрадные танцы же, да? Танцуют, Да, получается? да, они Сюрприз же, там- по-моему, так. Да, они и русские народные, Ага. и всякие современные, и все им очень нравится. Какие самые главные сложности, ну, в вашем творческом процессе? Что вы сейчас для себя? Это именно, наверное, как сказать, ну, основная, сейчас основная такая вот, короче, все зависит от денег, все зависит от финансов. Мгм. Сейчас, как все знают, у нас цены выросли, на клипы выросли цены, даже на студию звукозаписи, где я записываю, там тоже выросли. Аранжировка тоже самое, Аранжировка, песню да. написать, да? Да, костюм шить. Тем Да. более, если я пою на якугирском языке национальном, у меня костюмы из кожи, бисерные вот Ну, украшения. то есть, это соответственно, тоже всё. сценический образ, да, Да, некий образ, создать, да. А да. кто это, кстати, занимается этим? У нас в нашем селе есть Я вас тороплю. мастерицы две. Ага. Это, То есть они вам тоже да, помогают? Тимофеева Ольга, Ой-ой. Тимофеева Ольга Геннадьевна и Филатова Любовь Алексеевна, и они помогают мне вот шить костюмы, украшения. Мы с ними плотно работаем, и я что им очень благодарна. Вот. Да, вот И еще у нас, занимаются именно пошивом юкагирских вот этих костюмов. ага. Ну вот это тоже же такое украшение. Да, украшения вот эти вот мои землячки мне сшили, Сделали, да? сделали, ага. Вот. Бисер, да, такие украшения. Слушайте, а расскажите про клип. Как он создавался? Вообще, как идея? Кто создатель?
Вообще первый клип был снят в моем родном селе. У меня всего 2 клипа на песню «Цветок урасы» и на песню «Шахаджибе». «Цветок урасы» мы снимали в 2011 году. Режиссером был Евгений Прокопьев и Антон Иванов. Антона Иванова, знаете, наверное, у него студия «Адабун». Я вот с ним работаю на больше 10 лет. Он все фонограммы и когирским песням пишет, он все мне сам. Мы с ним очень давно плотно работаем. Вот. И мы сняли клип там в Нелевном. И вот нужно было, чтобы прошло там около 10 лет, чтобы снять второй клип. У нас в прошлом году был 7-й съезд якугиров тут в городе Якутске, и как раз приезжали и тундренные якугиры, и лесные, вот с Андрушкина, да, с Нижнеколымского района, с местности, где живут якугиры. И поэтому я подумала, это будет очень хороший шанс, когда все мы будем здесь, как бы, и получается, мы охватим основную большую часть. И я подумала, во время съезда у нас был праздник Шахаджибе. Я подумала, нужно вот написать песню про Шахаджибе и снять клип именно вот на местности Усть-Хатын, когда как раз там очень много красивых мест, да. Вот. И мы, получается, у моей тети, вот Любовь Николаевны, уже готовый стих был про песню, ну вот про этот праздник Шахаджибе. И она перевела его, наложила музыку туда, и Антону Иванову я спела в студии, он сделал шикарную фонограмму, и мы сняли клип. А так режиссером, видеографом был Ион Ивановский, Ион Иванов. Вот, и он, как бы мы ездили, там вот такие местности, красивые горы, ну, как бы ко мне очень затратно ехать в мой район, поэтому мы ездили в Тампонский район, вот неподалеку, да, так, и сняли схожие вот, горы. да, и сняли Ну вот да, на такую машине красивую можно природу, доехать. да. Ну, многие, кстати, да, эти локациями пользуются. Ой, это я вот так уберем. Вот, но идея была моя, я вот именно хотела, чтобы все якугиры, которые есть у нас, да, вот проживают в республике Саха-Якутия, чтобы они все присутствовали, и всех можно было заснять, и детей, и взрослых, украшения у всех красивые были. Ну, мне очень понравилась эта идея, понравился этот клип, и судя по отзывам и комментариям, всем понравилось. Поэтому предлагаю вам тоже посмотреть в YouTube. А я смотрел. А, да? Просто я смотрел, да, и, ну, конечно, ничего не понял, да, но клип очень красивый, да. Да. Я вчера специально Ну вот смотрел. я вот обычно пою только на якугирском чисто, но мы решили сделать припев и куплет русский, чтобы было понятно, о чем. Ну да, ну чтобы чуть-чуть. Да. Да, потому что поэтому, довольно сложно. да. А как вам язык? Язык? Язык. Язык. Да, сам язык вот когда. Язык, ну он какой-то такой звучный, да? Да, он такой Он звучный. мелодичный. Мелодичный, такой, да, звук. Очень Язык показался. Но понять очень сложно. Да, Потому что конечно. даже если другие гиры, тундровые и лесные друг друга не понимают, ну куда уж, Да. как говорится, я, да? Ага. Слова совсем такие, но вообще другие корни имеют. Это не тюркская группа. Нет, не тюркская. Да. Итак, год только начинается у нас. Какие у вас планы? Творческие, жизненные? Ну, немножко расскажу про конец того года, да, вот Давайте. у меня вышел альбом, я наконец закончила свой альбом. Именно вошли в этот альбом песни, которые я пела вот и на этом конкурсе. Именно этот альбом состоит из всех песен, которые я пела с детства. Поэтому, То есть ваш практически весь творческий репертуар? Путь, да, репертуар. И поэтому мы вот выпустили его, и я сняла клип, и в декабре вот в театре КМНС, коренных малочисленных народов Севера, у меня состоялся творческий вечер, презентация вот альбома и презентация клипа. В 2024 году я хочу уже как-то, ну, получается, тот путь уже как бы закончен именно с детства, поэтому я хочу немножко так сделать, еще один альбом написать, и уже, чтобы вошли туда песни и современные, и на русском, и на якутском, на якугирском. Те, которые вы песни вот да. тоже поете сейчас, да? Да, нет, которые пою по-якутски, по-русски, они тоже вошли в этот альбом. Там, короче, интернациональный альбом получился. Поэтому вот в планах еще есть обучиться музыке, поэтому... Вокальному. Вокально, да.
Итак, мы справились с нашими блинами, и сейчас мы приступаем К начинке. к начинке. Вы мне сказали, чтобы я вам помог. Да, у рыбой, вас будет рыба нельма, у меня семга. Режем небольшими вот такими кусочками. Слайсами, да? Слайсами, ага. Я пока буду резать красную. Ну, я тут 5-6 кусочков сделал. У нас, по-моему, 6-7 блинов. Идет. Так, и что мы делаем дальше? Нам еще нужно нарезать авокадо. Умеете резать? Ну, попытаюсь. Давай. Нужно будет его тоже так кусочками порезать, а я порежу. Его же вот так поменьше. надо, вот Да, так? да, Да, и вот. потом вытащить косточку. Вытащить косточку. Мгм. Какое ваше любимое блюдо вообще? Строганина. А, Ой, я очень люблю. еще бы, да, как говорится? Да. Строганина, рыбный пирог. Вот из нельмы отличный рыбный пирог получается. Учитывая ваши корни из узбекской, Плов, конечно же, плов. конечно же, да? Да. Мой отец очень вкусно готовил плов, Мгм. и мы его ели с таких глубоких мисочек и руками. Мы Мгм. такие: «А, как руками кушать? Нам же нельзя руками кушать». Он говорит: нет, надо руками плов кушать. Это Ну, было ну, вот так. Да, вот так брали, именно она так вот здесь на ладошке помещалась, и так. Ага. Но это было очень вкусно. Ну, И это у них традиция такая. да, поэтому у меня отец очень такой южный человек, но он был очень хорошим охотником, хотя он очень, хорошо очень вписался в нашу Среду, северную среду, да? жизнь, среду. Он отлично рыбачил, охотился, поэтому это ему никак не помешало, то, что он являлся. Так, узбеком. все видно. Ну, вот это мы отложим. Да. И что мы с ней И делаем? вот так и вдоль режем. Вдоль. Вот так. Ага. Тоже вот такие слайсы делаем, да? Мгм. Так, это я. О, ну, конечно же, я уронил. Ну, ничего. Вот так. И рыба. Ну, это возьмете. Да. Мгм. Вот вам ложечка. Так, Сейчас мы будем брать блинчик. Сначала мы берем блин. блин. Да. Так, ну, на тарелку надо сразу, наверное, положить вам. Или как? Нет, на доску, потом сворачиваем и уже ложим Вот на так. тарелочку, да. Вот так. Лист, да? Мгм. Так, Ну, вы показывайте, а то я что-то... смотрите, берем блинчик, Так, берем салатный лист. Эти можно убрать. Вот так раскладываем. Положили. Положим, да. И рыбку. да, сначала ложим огурец. Огурец, или Ладно. вы можете авокадо взять. Огурец, Да. авокадо. Огурец, авокадо, ложим рыбку. Ну, вы Нашу. красную, я Мгм. нельму взял. Я вот так положу в 2 слоя. И сверху мажем творожным сыром, плавленым сыром. Так. Сюда прямо, да? Да, сверху вот, Ага. чуть сверху рыбки. И вот так берем и аккуратно И такой, заворачиваем. и хитрая такая структура получается. Да, и получается вот так. Э. Вот. Ну ладно. Следующий. Так, есть у вас, да, салатный лист? Нет, у меня. Салатный лист у меня есть. Так, я беру блинчик. Рыбки. Рыбу можно, кажется, побольше. Да, чуть побольше ложить. Тут Берем огурец, берем авокадо и берем вот это, сыр, ага. сыр. Раз, раз. Ой-ой-ой. И такая вкусная закуска получается. Можно ее на какой-нибудь любой праздничный стол. Я обычно очень люблю авокадо, сыр и рыбу. Просто вот с утра бутербродик сделать. А это может как полноценный завтрак быть. Ну да, это очень сытный получится. Да. Сытный ПП завтрак, можно сказать. Упомянули ПП. Не могу не задать вопрос.
Как вы относитесь вообще к питанию? Ну, Следите я специально? очень люблю кушать. Я очень люблю кушать. Все. Так, А так, ну, все любят. конечно, очень стараюсь не переедать. И как-то я очень люблю сладкое, конечно, в этом Я плане. к чему спрашиваю? Потому что, ну, несложно. сейчас везде, на устах, ПП, супер ПП, обязательно надо следить, сахар, белая смерть, жирное нельзя, да. все прочее. Есть такое, да. Ну, я ем все. Все, что душе угодно, но в меру. Ага. Ну, то есть везде надо соблюдать меру, вы считаете? Да. Вот такие Вот блинчики у нас. такие, пироги чуть было не сказал, вот такие у нас блины. Итак, давайте пробовать, Ирина, что у нас получилось. Я тоже пробую, да? Да, конечно, мы все вместе. Давайте попробуем. Ну, как вам? Шикардосина. Шикарно, да? Вообще шикарно. Я чуть позже попробую с Нельмой. Красная Да, рыба все в шикарная. сочетании, да, мы за кадром обязательно все это доедим, тем более у нас съемочная группа большая. Супер. Ирина, спасибо большое вам. И у нас передача потихоньку заканчивается. Вот, пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Я хочу пожелать всем здоровья крепкого, счастья, любви, чтобы у вас всегда вас охраняло, оберегало яркое солнышко наше якутское. Всем всего самого хорошего. Любите друг друга, уважайте и всего вам самого наилучшего. Мой Смодоник. Что это значит? Хорошо живите. Хорошо живите, Да. да. А еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была этнопевица Ирина Дыскулова. Ирина, спасибо вам большое за интересную беседу, за очень вкусные блины. Да. А я, Петр Цепанин. На этом, друзья, мы прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно.